Сегодня семинар посвящен тем изменениям, которые у нас уже вступили в силу с 1 января 2013 года. Затем с 1 июля у нас новшества вот только наступают по налогу на добавленную стоимость, и ими надо грамотно пользоваться, потому что если что-то пустить не так, как предложил законодатель, тем более в законодательстве у нас очень много спорных моментов, и на сегодняшний день совершенно не выяснено взаимоотношения, в частности, вот есть такое понятие неотделимое улучшение. Как с ним работать, понятия нет в налоговом кодексе, но если компания арендует помещение и нужно привести в порядок для рабочего состояния, то, конечно, производятся вот эти все изменения в самом помещении, а как дальше с ними быть, судебная практика сегодня говорит неоднозначно. И также есть письма Минфина, которые дают пояснения, разъяснения в отношении нашего законодательства налогового. Надо отдать должное, Минфин с налоговой службой второй год дают нам одинаковые пояснения по вопросам. И в данном случае вот по налоговому кодексу, то, что вступило в силу в целях единообразного толкования налогового кодекса, письма Минфина обязательно для налоговой службы. Но в апреле, видимо, опять они разошлись во мнениях, в частности, такой животрепещущий вопрос для наших водителей. Если он нарушает правила дорожного движения, если раньше он мог какие-то вопросы регулировать, там, получить свой штраф на дороге, сейчас у нас регистраторы фотографий приходят на компанию, Минфин считает, что если компания оплачивает штраф за своего водителя, то у него возникает доход, выгода материальная. А если смотреть письмо Федеральной налоговой службы, то они анализируют кодекс административный и говорят о том, что поскольку транспортное средство принадлежит компании, штраф идет на компанию, и у нашего водителя не возникает подоходного налога. Что делать в этом случае компании? Как они будут определяться с тем? Потому что бывает, что не вина водителя нарушать правила, а, допустим, торопился в аэропорт, либо какие-то важные события. Конечно, это нехорошо нарушать правила, но все бывает в нашей жизни. Поэтому здесь налогоплательщикам нужно самим выяснить, как поступить, как разобраться в каких-то отдельных вариациях именно по практической жизни наших налогоплательщиков. На семинаре обычно дают такой сжатый материал по всем изменениям, то есть самые такие каверзные моменты, самые сложные нюансы, которые происходят сегодня в законодательстве в нашем, тем более, что законодатель периодически нам вносит изменения в бухгалтерский, в налоговый учет. И у нас, у работающих бухгалтеров, сегодня бывает недостаточно времени, чтобы обратить внимание на все точки, запятые в законе. А здесь все-таки лектор обычно делает акценты, расставляет, чтобы они знали, где есть подводные камни, где могут быть неприятные нюансы для компании. И в целом, если удается сэкономить на налогах, если удается, скажем так, решить какой-то спорный момент, который по арбитражной практике уже где-то проходил, то здесь такая замечательная за целый день идет выжимка из всего того важного, что есть сегодня в налоговом законодательстве и в бухгалтерском учете. Ну и обычно, поскольку я практик, даю такие интересные моменты, чтобы они могли использовать в своей работе. Спасибо организаторам, показали, как всегда, ваш мощный Байкал. Очень приятно. Ну и как-то заряжаешься на целый год. Здесь такой замечательной энергетикой, и люди у вас замечательные. И вот даже бухгалтера чувствуются, вот они готовы отстаивать права своих компаний, их защищать в меру возможностей. И, ну, очень замечательный город. Я всегда с большим удовольствием сюда приезжаю.